Всем привет! Сегодня поговорим на тему гадания на блюдцах. Поскольку недавно были святки, я гадал уже несколько раз и хотел рассказать немного об этом интересном действии, о моих мыслях по этому поводу и так далее. Ну, погнали! Гадание на блюдце к нам в Якутию пришло, конечно же, из русского фольклора. Это пришло, в свою очередь, с Запада. То есть, прям досконально я этот вопрос не изучал, но я видел, что на Западе гадают и при помощи специальной доски Уиджа, и при помощи даже рюмок и других подручных средств. В России традиционно для этого используется блюдце. Причем, как это делается? Во-первых, берется блюдце, в идеале по канону оно должно быть белое, без рисунков. Потом его подогревают на свечке с обратной, то есть с внутренней стороны. Подогревают на свечке и стараются его закоптить полностью, чтобы оно стало абсолютно черным. Кстати, это на самом деле не обязательное действие. Оно такое именно, как сказать, по фольклору так требуется. Потом берется лист бумаги большой. Чаще всего используется ватман, на нем рисуются знаки, цифры от 1 до 10, алфавит, да, нет, здравствуй, прощай. Причем в середине рисуют тоже совершенно по разным версиям разные вещи, то есть по каким-то канонам считается то, что там нужно рисовать церковь с 3 куполами, по другим канонам нужно было рисовать чертика. На самом деле, по факту, за свою жизнь я гадал огромное количество раз и могу сказать, что рисунок не имеет большого значения. Скорее, это, наверное, нужно исходить из личных предпочтений, потому что у нас один гадательный ватман был вообще по моему дизайну. Я там просто нарисовал глаз в середине и все, то есть без никаких украшений. Вот. Кроме этого, нужно собираться в количестве, хотя бы 3 человека, потому что вдвоем гадать будет достаточно сложно. Кстати, я в своей жизни видел, даже когда гадали очень брутально, буквально на суповой тарелке, но в большом количестве людей. И вот оптимальное количество участников это от 3 до человек 5-6 примерно. Потому что элементарно остальные уже будут мешаться. Если их будет больше, то некоторые могут просто находиться рядом в качестве наблюдателя. Затем вызывающий говорит определенную формулу. Мы здесь собрались, чтобы вызвать дух такого-то, такого-то. И, кстати, от его мастерства тоже очень многое зависит на самом деле. То есть старт. Причем я поделюсь небольшой хитростью. В самом начале я обычно немножко подталкиваю либо блюдце, либо специальную вот эту стрелочку на доске Уиджа. Кстати, она у меня есть. Вот смотрите. И далее уже двигается стрелочка или тарелка уже полностью самостоятельно. Это очень интересное явление, я его пытался изучать. И, кстати, у меня в 2000 году, когда я очень много гадал, был такой момент, когда вызывающим был совершенно другой человек. Это был парень, живущий по соседству, и у него были такие большие мясистые пальцы, примерно как у меня. И я думал, что он своими сосисками двигает эту тарелку, потому что по большим пальцам непонятно, напряжены они или нет. То есть, если бы это были такие тонкие, изящные пальцы, там было бы видно, как бы в напряжении они находятся, в напряжении они у него прям, вот как находились, так и находились. Я не мог понять, поэтому я думал, что это двигает он. И в самый кульминационный момент, когда блюдце начало двигаться очень быстро, он поднимает вот эти вот пальцы. Кстати, контакт надолго убирать нельзя. По некоторым канонам убирать нельзя вообще даже категорически. Но он это сделал, и блюдце оно продолжало двигаться с той же скоростью. Потом он пальцы туда-обратно опустил, и нас было 4, и все присутствующие по очереди убирали свои пальцы, и тарелка продолжала двигаться ровно с той же скоростью. Я тогда, конечно, очень сильно удивился, потому что даже если кто-то бы помогал ведущему,
там, по негласному соображению, то есть по негласному соглашению, да, или же просто как бы ради шутки, то все равно блюдце оно должно было замедлить свой ход хотя бы на какой-то момент, но такого не происходило. Далее в тот же вечер даже были такие моменты, когда ребята ведут пальцы вслед за блюдцем, оно ездит, и я прямо буквально вижу, что у всех руки дрожат от волнения, и у всех четверых пальцы вот то попадают, то не попадают по нему. То есть это такой вот своеобразный телекинез, можно сказать. Но у меня есть на этот счет свои соображения. Например, мне кажется, что это на самом деле, как сказать, коллективно бессознательное. То есть люди собираются, люди начинают общаться с духами, но на самом деле они обращаются к своему подсознанию. То есть и все коллективно, ну то есть когда сеанс получается контакта с духами, на самом деле они контактируют со своим внутренним миром. И возможно они просто подсознательно начинают вот это вот блюдце подталкивать, причем это делается уже коллективно. Возможно, у нас действительно есть какие-то элементы роевого интеллекта, как у муравьев, например, или у пчел, которые действуют согласованно, хотя по отдельности они вроде бы являются отдельными единицами. Вот такая вот у меня есть версия, но есть такие моменты, которые в эту версию не вписываются, потому что у меня дважды были в жизни такие случаи, когда после гадания у меня происходили различные странные вещи. Например, во-первых, когда в том же 2000 году я очень много гадал, то есть мы для себя, будучи детьми, открыли вот такие вот интересные вещи. Помню, когда однажды я заказал такси, сажусь в машину, это был поздний вечер, и водитель не едет. Я еще у него спрашиваю, а мы кого ждем? Он говорит, а где второй? Я говорю, какой второй? Он говорит, так вас же двое из подъезда выходило. Повторяюсь, это был поздний вечер. Это раз. Второе, я шел точно один, потому что я жил в КПД, крупнопанельный дом. И там лестница такая, короче, практически винтовая. То есть пока ты спускаешься, ты видишь лестничную площадку этажа полностью. И ту, с которой ты спустился, и ту, вот куда ты спускаешься. И наличие еще кого-либо, это было бы прямо очевидно. И такие случаи у меня именно в те моменты бывали неоднократно. То есть таксист сказал то, что он видел, что за мной шел кто-то черный. То есть полностью в черном одет, лица не было видно, то есть это был черный силуэт. И он думал, что это мой спутник. Потом еще был случай, когда я шел домой. У меня, оказывается, на этаже стояли друзья. И они спрашивают, ты с кем пришел? Я говорю, я один. Они говорят, так судя по звукам шагов, вас было двое. Я говорю, нет, точно нет. И такие тоже думают, странно, и это не было похоже на то, что они подшучивают, тем более они не были в курсе насчет моего инцидента с такси. И потом, много лет спустя, кстати, я после этого долгое время не гадал, мне, честно говоря, это тоже не очень нравится, я могу это делать в какой-то большой компании. Вот с этого года я еще так иногда это практикую. Кстати, меня зовут, просят провести подобный сеанс. И самое удивительное, что у людей особо, оказывается, нет вопросов. То есть я думал, что там задавать вопросы будут целый час, но каждый человек задавал 2-3 вопроса, и на этом они у них заканчивались. То есть люди приходили посмотреть именно на то, как двигается стрелка, например. То есть не блюдце, а стрелка. Кстати, вот в чем разница между этими двумя гаданиями, это в принципе практически ни в чем, то есть общий принцип тот же самый, это раз. И второе, на стрелку тратится гораздо меньше энергии, то есть реально очень сильно устаешь, причем достаточно серьезно, некоторые люди даже заболевают после таких вот гаданий, потому что оно жрет много энергии. Стрелка, она сжирает энергии в разы меньше, потому что и размер объекта тоже гораздо меньше. Я не знаю, на что энергия тратится, то ли на
телекинез, то ли на контакт с духами, то ли на контакт с бессознательным, но в любом случае это как бы уже для меня очевидный факт. Более того, я еще хотел сказать о другом случае. Он произошел год назад. Меня одна подруга упрашивала несколько лет, кстати, чтобы я с ней погадал. И мы подобрали даже подходящее место. Кстати, да, из мер предосторожности раньше славяне, они гадали либо в нежилом доме заброшки, либо они гадали в бане, между прочим, то есть где, по поверьям, обитает нечистая сила, где люди себя смывают негатив и так далее. Ну и в жилом доме они старались этого не делать, потому что действительно после этого может оставаться какие-то разные вещи. Ну, так вот, там на гадании опять за мной пошло какое-то черное нечто, потому что там был такой момент, когда я гадал, у меня на тот момент жил друг. Он у меня попросился пожить на пару месяцев, и он меня предупредил, что к нему придет сын. И вот я прихожу домой поздно вечером. И вот этот сын утром мне рассказывает такую историю. То есть, когда я пришел, он проснулся. Это был мальчик где-то лет 7. Он ничего не знал, куда я пошел. Он не знал, чем я занимаюсь и так далее. И он рассказывает такую вещь, что я пришел, он проснулся. И он слышал, как я ушел к себе в комнату, лег спать. И потом он просыпался несколько раз. И он говорил, что на пороге стоит какой-то черный силуэт. И потом уже ближе к утру он исчез, то есть нечто, оно стояло на пороге, не могло как бы его перешагнуть, и оно в итоге к утру уже либо ушло, либо развеялось. Вот такая вот странная очень история, причем мальчик на самом деле ни до, ни после никогда о таких вещах не говорил, о том, что он что-то видит. То есть у него такой вот склонности либо к видениям, либо к придумыванию на самом деле не было. Потому что я потом уже с этим мальчиком общался. Это был, ну, совсем обычный мальчик, как и все остальные. Вот такие вот как бы интересные вещи происходят. Если у меня наберется информации на еще один подкаст, то я его продолжу. Вы же можете задавать вопросы и так далее. И как вывод я могу сказать то, что я пока еще не могу объяснить этот феномен, но я склоняюсь все-таки к той версии, что это наше бессознательное. И то, что наше подсознание, оно на самом деле коллективно управляет вот этим блюдцем, потому что ответы на вопросы, они обычно бывают относительно точные, например, там чей-то возраст, чье-то отчество, например, о том, что другие не знают, оно указывает. И это очень интересная вещь. То есть бывали такие моменты, когда каждый задавал вопросы, ответ на который знает только он сам. И чаще всего ответы бывали точными, между прочим, там, например, как зовут дедушку или еще что-то. Но когда дела касались уже выходящими за пределы нашего общего понимания, например, касательно там далекого будущего и так далее, то там показания, конечно, становились уже гораздо более размытыми. И почему я не любил гадать? Потому что, во-первых, это отнимает много сил, как я уже сказал, и, во-вторых, ответы, они, ну, такие, не особо точные, и я просто не видел смысла как бы тратить свои силы на простое вот развлечение, потому что вот такая вот штука, она интересна только первые несколько раз. Ладно, всем пока, задавайте вопросы, общайтесь и так далее.